17 апреля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,13 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 12,06 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,91-37 до 10,94 сомони, 1 евро от 12,0607 до 12,30 сомони, 1 российский рубль от 0,1335 до 0,1336 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром стабильны. Инвесторы учитывают влияние на рынок ОПЕК+ и ожидают прогноз добычи в США. Цена на нефть марки Brent составила $86.28 за баррель, марки ВТИ $82.38 за баррель. Цена на золото слабо растут, корректируясь после падения почти на 2% в пятницу и составляет $2018.08 за тройскую унцию. В Афганистане откроют торговый дом Казахстана. Об этом сообщает primeminister.kz. Открытие торгового дома анонсировали во время проведения казахстанско-афганского бизнес-форума в Кабуле. Ключевыми задачами торгового дома станет активизация торгово-экономических отношений Казахстана и Афганистана, а также увеличение товарооборота между странами. В составе казахстанской делегации на форуме участвовали заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин и 18 казахстанских предпринимателей-экспортеров пищевой промышленности. Ранее по поручению президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева Казахстан передал Афганистану гуманитарный груз объемом 5403 тонны. Таджикистан и Россия смогут достичь увеличения товарооборота в 3 раза. Такое мнение высказал на прошлой неделе первый заместитель председателя Маджлиса Милли Маджлиси Ули Таджикистана Раджабуй Ахмадзуда. Об этом сообщает пресс-служба парламента. У нас сейчас товарооборот более $1,5 миллиарда. Мы достигнем, дай бог, 5 миллиардов. Будем поднимать этот товарооборот в 3 раза, будем увеличивать, сказал он на заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиса Милли, состоявшемся в Москве. Ахмадзуда также отметил, что отношения России и Таджикистана отличаются высоким уровнем доверия, последовательной взаимной поддержкой и дружбой. Он напомнил, что в 2022 году Таджикистан и Россия отметили 30-летие установления дипломатических отношений. За этот период мы наработали солидный багаж взаимодействия в различных областях, отметил он и подчеркнул, что парламентские связи двух стран вышли на качественно новый уровень. Высокопоставленные представители Министерства финансов США в предстоящие 2 недели нанесут визиты в ряд стран Европы, включая Швейцарию и Австрию, Казахстан и Киргизию в рамках работы над пресечением путем обхода антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон 16-22 апреля посетит Цюрих и Берн, Милан, Вену и Берлин. Помощник министра финансов Элизабет Розенберг 23-28 апреля побывает в Астане, Алмате и Бишкеке. Министерство финансов США предлагает четкое деловое решение – сохранить вовлеченность в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа на самые важные рынки мира, сказано в пресс-релизе, анонсирующем визиты. Нельсон в Европе встретится с чиновниками, финансовыми институтами и другими компаниями, которые продолжат взаимодействие с Россией. Ранее он с такой же целью ездил в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты. В Центральной Азии Розенберг вместе с эмиссарами Министерства торговли США, коллегами из ЕС и Великобритании проведут встречу с представителями местных правительственных и деловых кругов на тему соблюдения санкций и противодействия их обходу в торговле и связанных с ней финансовых расчетах. Вслед за Польшей и Венгрией временно запретить ввоз украинского зерна и продовольствия могут власти Болгарии. Об этом заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев, пишут местные СМИ. Интересы Болгарии должны быть защищены. Кроме того, теперь, когда 2 страны уже ввели такое ограничение, если мы не отреагируем, накопления на территории Болгарии могут стать еще большими, заявил Гечев.
Болгарский министр добавил, что он несколько дней назад также общался с коллегами из 6 стран по этому поводу. Хотя, как сообщается, что Болгария обращалась в Брюссель из-за возникшей проблемы еще в сентябре. Гечев отметил, что во вторник будет общение с президентом, который непосредственно займется этой ситуацией.